В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. 10 марта ежегодно в России отмечается День архивов. Дата учреждена решением коллегии Федеральной архивной службы России 5 марта 2003 года. 10 марта или 28 февраля по старому стилю. В 1720 году Петр I подписал первый государственный акт «Генеральный регламент» или устав. Он определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность архивариуса. Гостья студии сегодня заместитель директора Национального архива Республики Саха-Якутия Наталья Малышева. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Но вначале мы вас все поздравляем с вашим профессиональным праздником. Желаем Спасибо. вам успехов. Да, ну и хотим, чтобы вы рассказали, что же все-таки это такая за профессия архивариус. Ну, мы, конечно, сами считаем, что эта профессия совершенно уникальна, необычна. И даже дело не в том, что в нас в республике мало, всего, наверное, более 200 человек. Это работники Национального архива Республики Саха-Якутия, работники муниципальных архивов. Ну, а в чем необычность и уникальность, мы считаем? Потому что эта профессия соединяет в себе, он как и государственный служащий, он как и социальный работник, потому что исполняем социально-правовые запросы, да? Он как, естественно, хранитель истории, он как научный работник, потому что он может написать статьи и опубликовать сборники и так далее. Он также как и, ну, вот получается, работник культуры и просвещения, потому что мы можем проводить лекции, значит, работать не только со взрослым населением, но со школьниками, со студентами. Можете ли вы рассказать, какой самый старинный документ хранится в Национальном архиве? И могут ли его увидеть якутяне где-то, ну, например, на выставке? В чем его ценность? Я бы хотела сказать, что в Национальном архиве на сегодняшний день хранится 1 412 000 единиц хранения. То есть это дело, да? И вот начиная с 1649 года по наше время. И они на 8 материальных носителях: бумага, калька, стекло, пленка, аудио, видео и носители. На 19 языках народов мира. Ну, не говоря русский, якутский, английский, французский, немецкий, китайский, корейский, японский, значит, языки грузинский, татарский, чешский, польский, и, ну, вот и народов, населяющих нашу республику, это корякский, чукотский, эвенский, юкагирский. И вот самый первый документ, я о нем упомянула, до 1649 года. До недавнего времени мы считали, что 1664 год, а сейчас, вот совсем недавно, несколько лет тому назад, обнаружился документ 1649 года. Его можно, кстати, вот, зайти на наш сайт, зарегистрироваться в читальном зале ВАИС-ЛР, и, пожалуйста, посмотрите. Пусть будет такая немножко маленькая интрига. Ну, то есть не расскажете, что это за конкретный документ? Да, кому интересно, пусть посмотрит. Справедливо. Расскажите, как устроен Национальный архив сегодня? Ну, Национальный архив сегодня это тот архив, который вот за последнее время соединил в себе 3 архива. В 2006 году к нему был присоединен филиал Национального архива, это бывший партийный архив, и в 2016 году к нему присоединили Центр документов по личному составу, и теперь это один большой национальный архив, государственный. А если вот говорить о всех, значит, архивах, то подразделяется вот один государственный архив, муниципальные архивы и архивы ведомственные, которые вот, архивы организаций, ведомств, министерств и так далее. А какие условия нужно сохранять, необходимо соблюдать для сохранности документов? Ну, мы это всегда говорим: температурно-влажностный режим. То есть для документов, особенно на бумажной основе, это, значит, 17-19 градусов и 50-55 вот, влажности. Поддерживать такой температурно-влажностный режим помогает, значит, именно специально оборудованные помещения.
Я уже упомянула, что у нас 1 миллион 400 с лишним уже тысяч единиц хранения, а вот два здания, на Дзержинского 41 и на Кирова 14, они по проектной вместимости всего 1 100 000. Понимаете, что 300 тысяч единиц хранения у нас хранится сверх того. Поэтому мы очень ждем строительства нового здания. Подвижки пошли. В общем-то, мы очень надеемся в ближайшее будущее получить для наших документов, для наших бриллиантов, как мы говорим, да, хорошую огранку, чтобы наши документы хранились вот в надлежащих условиях. А какие документы поступают на хранение в архив? По закону об архивном деле в архивы поступают документы тех организаций и учреждений, которые, во-первых, являются источником комплектования. На данный этап у нас 168 организаций источников комплектования. А помимо этого мы работаем на договорной основе с федеральными учреждениями. Ну и значит, есть такое инициативное комплектование, это документы тех людей, которые внесли какой-то вклад, или их документы интересны, ну, скажем так, для истории, для, потом придут в читальные залы люди и будут изучать не только вот чисто государственные, значит, такие документы, да, но и вот через призму документов личного происхождения можно какие-то вот проследить, скажем, чаяние, настроение, что было, ну, даже то, что было модно тогда, наверное. Многие жители сейчас интересуются своей родословной. Какие услуги предлагают ваши специалисты и можно ли самостоятельно работать с архивными документами? Да, конечно. Но, к сожалению, вот 2 последних года пандемии читальные залы наши работали в усеченном режиме, то есть по записи. Во-первых. Во-вторых, на сайте нашем можно, как я уже говорила, через АИС-ЛР, такую программу, да, зайти в читальный зал, зарегистрироваться. Это не делается сиюминутно. Архив – это дело, скажем так, тонкое, оно не терпит суеты, быстроты, поэтому зарегистрировались, прошли в читальный зал, посмотрели описи, посмотрели, что нам нужно, заказали, и вам уже в электронном виде могут. К сожалению, конечно, не все, вот 1 400 000 единиц у нас оцифрованы и предоставлены в широком доступе, но именно то, что востребовано, вот именно по родословной, это метрические книги, ревизские сказки, они оцифрованы и предоставлены вот для широкого круга читателей. А многие сейчас обращаются для того, чтобы узнать свою Ой, вы родословную? знаете, с каждым годом это все растет и растет. На самом деле очень отрадно, когда люди обращаются к своим истокам, познают свою родословную, соответственно, и очень много, да, прямо у нас очереди. И, к сожалению, мы уже прекратили принимать запросы генеалогические, потому что сотрудники совершенно не успевают. Нет такого бюджета времени, чтобы вот... Понимаете, это такая исследовательская же работа. Например, человек вообще не знает, где и что и как. Он даже не может предоставить какую-то информацию, за что можно зацепиться и искать дальше. Поэтому это очень такая кропотливая работа. И мы предлагаем начать вот с работы в читальном зале через сайт, через АИС-ЛР. И еще один вариант, можно зайти через сайт Национальной библиотеки. Они тоже предоставляют такую возможность. Первый шаг, вот если человек захотел узнать свою родословную, с чего нужно начать? Ну, помимо регистрации на сайте, записи в читальный зал, как у него должна быть какая-то, ну, хотя бы минимальная информация, фамилия, имя, отчество, примерный год рождения и где они проживали, то есть где они были приписаны и, то есть, какой церкви, возможно, они по местности, можно определить, в какой местности они были приписаны, соответственно, посмотреть, какой церкви приписаны, и вот посмотреть документы именно вот этой вот церкви. А по каким еще причинам чаще всего обращаются в Национальный архив? И только ли это делают жители Якутии? Может быть, кто-то еще обращается? Нет, конечно. А поступают к нам тематические запросы социально-правовые,
где, значит, о заработной плате и стаже работы. А об этом, значит, обращаются не только жители республики, соответственно, те, кто у нас работали, ну, выехали за пределы. Какие мероприятия пройдут в архиве в честь столетия образования якутской автономии? Естественно, будет большая документально-историческая выставка, посвященная автономии, и она будет выставлена в музее «Моя история», то есть для более широкого, и в течение года она будет у нас в Национальном архиве. Соответственно, на сайте нашего архива, в Инстаграм тоже будут вот такие вот анонсы, что у нас будет происходить. Соответственно, все могут узнать вовремя, когда и что, где, что происходит. Мероприятие рассчитано на целый год? Да, конечно, на целый год. И в этом году у нас столетие архивной службы республики, поэтому как бы вот даже 2 мероприятия. Ну и мы считаем, что 125-летие Максима Кировича Амосова, который родился 22 декабря, это в день рождения тоже Национального архива, основателя не только государственности нашей республики, но и стоявшего у истоков архивного дела вместе с Исидором Никифоровичем Бараховым. Вот эти 2 человека, они, вот мы считаем, что они стояли у истоков не только государственности, но и архивного дела в республике. И, соответственно, наверное, как-то глубоко символично, что мы храним их личные фонды в архиве. А какие проекты сегодня реализуются в Национальном архиве? Сейчас Министерством культуры запущены те проекты, которые, значит, работают на эффективность, на оптимизацию. И, соответственно, мы тоже присоединились к этим проектам. И у нас есть на данном этапе, мы начали 3 проекта, которые могут, значит, оптимизировать, скажем так, нашу деятельность, да, и быть эффективными вот именно в нашей текущей архивной работе. А, знаете, у хранителей 62 вида архивных работ. Это только в отделе хранителей, представляете? Это не просто вот мы храним документы, да, но, соответственно, вот каждое дело, оно должно пройти государственный учет, стоять на учете, быть на своем месте в хранилище, пронумерован, как говорится, прошнурован, ну и так далее. Наталья Николаевна, спасибо вам большое, что пришли. Поздравляем еще раз вас с профессиональным праздником, всех ваших коллег. Желаем вам удачи. Спасибо. А я хочу поздравить своих коллег, пожелать им, самое главное, здоровья и всем нам мирного неба над головой. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели актуальное интервью. До новых встреч.